Но тут же зоркими глазами уже увидела толпа, легко влекомая быками, катилась первая арба. И голову подняв седую, на ней, как беркут в облаках, стоял, качаясь, Уммадуев в больших тяжелых кандалах. И без того уже большая его густая борода теперь висела, доставая ему почти до живота. Не портя общий фон картинки, смешным присутствием своим кружили белые снежинки, как пчелы шустрые над ним. Одна куда-то пролетала, вторая в легкой суете, танцуя, плавно застревала в седой косматой бороде, а третья ветренно и глупо дразнила темный воротник его овчинного тулупа и пропадала в тот же миг. Наибу двух земных имамов уже 8-й десяток шел, но так же тяжело и прямо стоял зумсоевец, как ствол, чинары, гордо и сурово, и в этот свой смертельный час глядел с арбы, насупив брови, на мир вещей в последний раз. Вот взгляд надменно пробежался над чуть притихшую толпой и на мгновение задержался на виселице полевой. «Какое глупое видение!» – подумал Умма свысока, и дымка легкого презрения скривила губы старика. Он обернулся, увязая в подмерзшей слякоти полей, арба, теперь уже вторая, за ним катилась, и на ней стоял, держась легко и прямо, глазами темными горя, зандакский Алибек Алдамов, враг государства и царя. Ни месяцы тюремной драмы, ни приговор, ни час конца не погасили глаз имама, не стерли цвет его лица. Округлое оно горело, румянцем жизни молодой, арба тяжелая скрипела, быки пыхтели в разнобой. А он стоял в тулупе сером, бесстрастно глядя на людей, и вдруг увидел офицеров и двух унылых палачей. Один стоял у табуретки, как будто весь из синих жил, и белый снег сырой и редкий беззубой челюстью ловил. Второй в линяющей папахе, кусая бледную губу, смотрел благоговейным страхом на мрачно стихшую толпу, как будто ждал и опасался, что может вспыхнуть самосуд, и свод небес не прояснялся, хотя вдруг стало жарче тут. Есть путь один, и только прямо, другого Бог не даровал, и Алибек Хаджи Алдамов с улыбкой голову поднял. И также странно улыбаясь, взглянул, сощурившись назад, где по грязи слегка качаясь, за ним последний шел отряд. Еще земных, одушевленных, еще подвижных и живых, к одной судьбе приговоренных, его собратьев боевых. Подняв тяжелые оковы, чтобы не путали ходьбу, чеченцы шли уже готовы делить последнюю судьбу. Папахи низкие похожи, одни у этих и у тех, из недубленной грубой кожи, тулупы зимние на всех. Шли осужденные по двое, и на чеченской стороне раздалось что-то вроде воя и плача женщин в тишине. Все шли спокойно и степенно, и лишь глаза из-под бровей смотрели дерзко и надменно на суетящихся людей. С усмешкой горькой провожая последний свой на свете день, шагал Наиб Дада Залмаев в папахе черной набекрень. Как будто сквозь пространство злое и пелену завес земных он видел горы Чеберлоя и башни предков дорогих, слегка укрытые туманом, бродячим другом высоты, шел рядом с дюжим Губаханом Ларсан Хаджи из Махкиты. И там же, как на пир вселенский, объявленный в иных мирах, легко ступал Курко Веденский с улыбкой доброй на устах. Как в книге вечной «Прах от праха» шагал во власти грозных дум Хусейн Хаджи из Актышаха, а рядом Нур Хаджи Касум поглаживал лицо худое и, гордо голову подняв, шагал Мета из Чеберлоя, держа Тазурка за рукав. Слегка по слякоти хромая, высокий, стройный и худой, последним шел Дада Умаев с короткой черной бородой. Снежинки белые летали, танцуя с ветром и судьбой, как будто тоже утешали и звали в небо за собой. Но безучастный к танцу снега народ стоял и наблюдал, как Умму раньше Алибека кузнец зубилом расковал. Потом упала цепь с имама со звоном ржавым прямо в грязь, и вот раскованный Алдамов костями хрустнул, распрямясь, и, сняв тулуп уже поблеклый, небрежно бросил кузнецу:
Носи его, да будет теплым твой путь, ославленный, к концу. А мне, старик, сегодня жарко, в лохмотьях временных моих. Кузнец, растроганный подарком, пошел расковывать других. Вот Нурхаджи, вот цепь Ларсана, вот руки вытянул Курко, как будто хищники с капкана, две лапы стойко и легко. Почти обыденно, без страха, без спешки портящий конец, Хусейн Хаджи из Актышаха подставил цепи под резец. Когда настал черед Касума, ловя лицом крылатый снег, «Чего не весело, угрюмо, стоите!» — крикнул Алибек. «Эй, Нурхаджи, Курко, ну что вы, застыли сами по себе? Смотрите, люди хмурят брови и плачут женщины в толпе. Так не давайте над собою скалиться джинном в час беды!» И быстро указал рукою на офицерские ряды. И вот они засуетились, и два здоровых мужика с бессильной яростью вцепились, как псы в предплечье вожака. Но тот напрягся, свет знакомый в глазах зловеще заблестел, и старший надзиратель Семин с подводы вслякоть улетел. Алдамов, тут же развернувшись, поймал второго мужика, но тот, счастливо увернувшись, ушел от мощного пинка. Тогда, подняв свои приклады, из всех расставленных цепей к орбе продрогшие солдаты рванулись молнией быстрей. И вздрогнула в тоске угрюмой толпа собравшихся, но тут «Арцу!» — с подводы крикнул Умма. «Зачем они нас волокут? Уйми, солдат, мы можем сами вскарабкаться на этот стул!» Чармоев поморгал глазами и на Смекалова взглянул. И как-то трудно и устало, махнув затекшей рукой, «Отставить всем!» — сказал Смекалов, и к ветру тут же стал спиной. Все отступили, люди, кони, никто друг друга не убил, и только Семин на ладони два зуба миру предъявил. Все те же призрачные круги описывал в пространстве снег, когда пружинисто упруго с подводы спрыгнул Алибек. И замер странно, на мгновение, на долю краткую его, с тоской и долгим напряжением смотрели люди на него. И вот он к виселице первой, как будто истину обрел, без слов и судороги нервной, походкой твердой подошел. И встал на стул, на ветре с тылом, веревку мокрую схватил и в петлю, смазанную мылом, спокойно голову вложил. Затем, смотря в чужие лица, объятых ужасом людей, поднял ладонь, как будто птица, крыло в 2 метрах от камней морского берега. «О, люди!» — сказал Алдамов Алибек. «Аллах вернее всех рассудит и этот день, и этот век. Прощаю всех, моя дорога, она всегда была моя. Во имя праведного Бога простите, люди, и меня». Я знал без всякого сомнения, что грозен враг и плодовит, что широки его владения и войск могучих страшен вид. И если честно, если прямо, если в сердце не таить, я не хотел в челме имама никем из вас руководить. Я не имел подобной цели, Аллах всему свидетель Он. Но тут слабеющие метели сырой усилился циклон, и, налетев волной упрямой из тьмы продрогшие высоты, последние слова имама унес куда-то за хребты. Потом еще порывом резким веревку грубо раскачал и ткань расстегнутой черкески, как саван злобно потрепал. Глаза Алдамова сверкнули, огонь вернее в них сверкнул, когда продрогший Нигматуллин поднял сапог, чтоб выбить стул. И столько ярости и гнева в пространство выплеснул тот взгляд, что кат, слегка качнувшись влево, отпрянул горестно назад. Как будто призрак прокаженный, стыдящийся беды своей, когда на гибель осужденный продолжил, глядя на людей. Мой ум еще томится в думе, и я не знаю, как сказать. В глазах людей я есть безумец, какого стоит поискать. Но наш Господь своим велением, воздвигший этот небосклон, не по делам, а намерением, к большому счастью судит Он. Я не сумел огнем сердечным зажечь светильник бытия, и стало выкупом конечным за вас сегодня жизнь моя. Мы много гибли и сражались, подобно загнанным волкам, но никогда не покорялись ни ханам пришлым, ни царям. И никогда не покоримся, помимо Бога, никому. К Нему единственно стремимся и обращаемся к Нему.
теперь прощайте. Нет упрока в речах с узлом на кадыке. Живите, не гневите Бога, как пальцы будьте в кулаке. Мы все в свой час вернемся к праху, и, к счастью, наш недолог век все возвращается к Аллаху, и зверь, и грешный человек. А там свой суд, весы другие, другая там по смыслу речь. Алдамов выпрямил тугие крыла уже затекших плеч и, развернувшись чуть на стуле, небрежно головой кивнул. И ободренный Нигматуллин ударом резким выбил стул. И словно в бездну полетело большое сердце вожака, веревка выдержала тело и закрутила на века. Подвой тоскующие метели и ропот собранных людей глаза казненного смотрели из-под белеющих бровей. С какой-то дымкой укоризны на опоздавший снегопад, где смерть, сломав аорту жизни, еще не погасила взгляд. Все как-то разом побледнели, толпа, пространство и палач, потом с порывами метели раздался громкий женский плач. «Эй ты, чего моргаешь глупо, глазами как слепой шакал?» С подвода Кадию Юсупу со злобой Умма закричал. «Не стой, читай хотя бы Ясин, когда уходим мы к Творцу!» И от стыда багрово-красен мулла засеменил к орцу. Чермоев дернулся плечами, скривив, как в судороге, рот. «И что-то бледными губами сказал Смекалову, а тот кивнул, морщась от злобы ветра, как будто тоже не удел, и Кадий, выйдя пару метров, вперед на корточки присел. И нараспев слегка гнусаво прочел начало отходной, и слева в круг него и справа снежинок белых вил сырой. Как будто тоже смаковали, кружась последний кислород, потом глашатаи позвали Даду Умаева вперед. Тот снял тулуп движением дерзким, как груз ненужный бросил вон, и на изношенной черкеске сверкнуло золото погон. Ему на плечи их пришили, в насмешку словно знак вины, так издеваться порешили, видать, тюремные чины. Умаев, словно отрешившись, со всей бесстрастностью лица пошел, но вдруг, остановившись, всмотрелся в старого отца. Потом взглянул на генерала, сказал печали не тая: «Прошу, чтоб вешали сначала отца, потом уже меня. За просьбу эту извиняюсь, но трудно будет для него смотреть, как в петле извиваясь умрет последний сын его». Дул ветер хлопьями снежинок, с дождем холодным их мешал, и Умма холодно на сына глаза бесстрастные поднял. «Скажи, — спросил он, хмуря брови, — что генералу ты сказал? И почему с лицом без крови стоит проклятый генерал? Иди, не смей поддаться дрожи, позорят свет моих седин». Просил его повесить позже. «Прости, Ами, — ответил сын». «Зачем?» — по-прежнему угрюмо, не понимая ничего, спросил пытливо, глядя Умма на руки сына своего. И тот ответил, улыбаясь: «Тебе не будет тяжело смотреть, как гибнет, задыхаясь, последний сын?» Но Умма зло презрительно пожал плечами. «Смотри!» и руки показал. «На них, израненный врагами, отец мой в муках умирал. Потом 3 брата, все в сражениях, потом и сын погиб в бою. Я камнем стал и без сомнения перенесу и смерть твою. Теперь иди без лишней спешки, как волк иди, а не шакал. Не дай им повод для насмешки, как прежде тоже не давал. Все воля вечного Аллаха. Он взял и он же все вернул. Не смей поддаться чувству страха. Иди и становись на стул». А снег все мел из всех холодных щелей великий жизнелюб. «Мы оживляем вены мертвых», — читал на корточках Юсуп. И все белело, генералы, солдаты, горцы, казаки, и даже виселицы стали белы и странно высоки. Как будто истина немая сошла на землю от Творца, в последний раз взглянул Умаев в глаза застывшего отца. Стоит, лицо в сплошных морщинах, в снежинках белых борода, и смотрит пристально на сына, запоминая навсегда. И перед линией предела, до судороги до комка, до рези в горле захотелось обнять за плечи старика, сказать, как грустно и тревожно, как трудно все-таки дышать, но это было невозможно, отца прилюдно обнимать.
Адат всегда считался благом, имел хождение и почет, и, отвернувшись резким шагом, Дада пошел на эшафот. И встал на стул, понявен еле, глаза куда-то отводил, как будто он на самом деле случайно рядом проходил. Мело кругом, и смертник с силой рукой веревку ухватил и густо смазанную мылом на шею петлю опустил. Заржала громко чья-то лошадь в кольце казачьих лошадей. Дада обвел глазами площадь застывших в ужасе людей. И без особых красноречий, ловя лицом метельный шквал, в последний раз расправил плечи и речь сердечную сказал. «Хоть молод я, на самом деле, и у меня немало их, рубцов, гноящихся на теле, и сабельных, и штыковых. И в этом сердце тоже ныли обиды за страну мою, они во мне и укрепили готовность к нынешнему дню. Одним всесильным роком ведом и вешающий и мертвец сейчас на стул за мною следом поднимется и мой отец. Он был в числе вождей народа, когда сражался имамат, потом на каторге в невзгодах успел с лихвою пострадать. Меня ж забрали в аманаты, и север сердце мое взял. Я отучился, стал солдатом, потом и офицером стал. Служил усердно, честь не путал, с бесчестием верен был царю, как данник верности покуда стоял в назначенном строю. Но этой жизни четверть века покрылись дымом и золой, когда к движению Алибека примкнул отец суровый мой. И Свистунов, начальник края, сказал, чтоб я привел отца, не думая, не размышляя, живого или мертвеца. Я знал, Ами в своей постели не станет тихо умирать. И вновь слабеющей метели снежинок закрутилась рать. Но люди мрачные стояли одной белеющей стеной, и речи смертника внимали, как хутбе вечности седой. И дунули в трубу, и к Богу они поднялись из могил. Все так же, встав уже на ноги, печальный Кадий говорил словами книги. Снег кружился и бил улема по лицу. И я, конечно, согласился идти к восставшему отцу. И от души просил смириться, и даже горько заклинал пойти со мной и примириться, с властями умма отказал. И два пути передо мною легли, как призрачная нить, забыть присягу или воя отцу родному изменить. Я видел страшные препоны, но все осмыслив до конца, сорвал я царские погоны и честно выбрал путь отца. Сказал себе, другого нету пути под небом бытия, и вот под виселицу эту привел сегодня он меня. Хвала Творцу, Его велением живет и дышит тварь земли, но не позор и преступление сюда нас нынче привели. Мы, может, жизненные цели порою ставили не те, боролись, гибли как умели, ютились в горной высоте. Да, давят горло спазмы страха перед удавкой роковой, но есть еще и свет Аллаха, клянусь вам, он сейчас со мной. Теперь прощайте, и рукою в пространство вьюжное махнул, палач костлявою ногою мгновенно выбил скользкий стул. И тут же тонко засипела метель, крепчая не к добру, и как пушинку завертела повешенного на ветру. Но Кадий цепкими руками за пояс тела ухватил и бледными дрожа губами лицом на юг остановил. Никто не умер, мироздание, не пошатнулся свод живой, и только женские рыдания в толпе послышались людской. А Умма все смотрел на сына, как будто видел в первый раз, и тлела черная кручина в зрачках его бесцветных глаз. Потом пошел без промедления к нестройным виселицам он, не дожидаясь оглашения ничьих фамилий и имен. И люди, словно отщепенцы, смотрели, ежась от стыда, как сгорбилась спина чеченца и побелела борода. Старик нагнулся, из-под сына стул молча выбитый поднял и, оттряхнув его от глины, под виселицей рядом встал. Потом опять поставил слякоть, спокойно, даже не вздохнул, и люди снова стали плакать, когда взобрался он на стул.
Уже постарчески неловко Наиб заметно ослабел, спокойно взялся за веревку и в петлю голову продел. А снег все мел в тоске бесцельной за ворот старому бойцу, но тут возник из мглы метельной, шатаясь, генерал Арцу. В папахе белой от поземки, из тьмы взволнованной души. «О, Ум-Хаджи!» – он крикнул громко. «Зачем все это, Ум-Хаджи? Как много раз в тоске сердечной за наш народ, не за себя, ты вспомни перед жизнью вечной, как я почти молил тебя. Не призывай к самоубийству измученный войной народ. Нет оправдания витийству, когда оно лишь кровь несет. Я говорил все эти годы, страшась душою худших бед, не призывай людей к свободе, когда свободы в мире нет, что наш народ как капля в море, как искра в гибельной зале, и так с лихвой хлебнувший горя на этой сумрачной земле. Я говорил, как с гор стихию лавины не остановить, вот так огромную Россию, и нам в войне не победить. Я говорил, еще не сроки, что в этом мире тьмы и лжи мы бесконечно одиноки, но ты не слушал, Ум-Хаджи. Ты вспомни, сколько раз тебе я и Алибеку говорил, что это глупая затея, что нет у нас ни войск, ни сил. Я говорил, что мало чести вам смута ваша принесет. Себя погубите и вместе с собой погубите народ. Забудьте, говорил я много, пустые эти миражи. Ответь хотя бы перед Богом, чего добился, Ум-Хаджи? Один твой сын погиб в сражении. Второй, прости тебя, Аллах, сейчас подвергся удушению безвинно на твоих глазах. И ты сейчас глядишь со стула, с душой своей наедине, на пепел тлеющих аулов, сожженных по твоей вине. А я молил, умерьте бесплодный пыл своих идей. Чего добился? Лютой смерти невинных тысяч людей. И вот плоды твоей гордыни, обещанный народу рай, что селами ссылают ныне в Сибирь чужой холодный край. И это есть твоя дорога, дела великие твои. Хотя б покайся перед Богом, перед народом, Ум-Хаджи. Я все сказал. Иди с Аллахом туда, откуда ты пришел. Арцу стряхнул снежок с папахи и руки горестно развел. Потом застыл в седой метели, как будто на иных весах, в своей заснеженной шинели с недоумением в глазах. И так стоят они упрямо, два сына рода одного, один под виселицей прямо, второй в 3 метрах от него. А снег летел худого века, беля паршивые следы, качая тело Алибека и торс Умаева дады. И Умма со своей подставки, не отвечая ничего, проверил, как лежит удавка на дюжей шее у него. Затем, качая головою, взглянул на замерших людей и твердой все еще рукою провел по белой бороде. И ни один не дрогнул мускул на мрачном лике старика, лишь взглядом отрешенно тусклым взглянул на сына свысока. А тот висел к земле носками, свисая тяжестью свинца, и виноватыми глазами смотрел на старого отца. И Умма, отвернувшись снова, провел рукою по лицу, затем небрежно и сурово взглянул со стула на Арцу. «Ты прав», — сказал он генералу, — «ты много раз мне говорил, что нас на свете очень мало, что нет у нас ни войск, ни сил. Ты говорил необозримо земля далекого царя, и мощь его неодолима, как эти горы и моря, что мы сегодня на распутье худого мира и войны, и что мои призывы к смуте сейчас опасны и смешны. Ты говорил в угоду страсти, к души бунтующей моей, зачем толкаешь против власти стесненных бедностью людей? Но я, как волк, хотел свободы, и хоть разрежь меня пилой, с врагами нашего народа не мог примириться душой. Аллах свидетель, не от скуки я к этой виселице шел. Мне, как орлу, тут Умма руки, как крылья в стороны развел, хотелось неба, вольной страсти. А что касается людей, не я поднял их против власти в угоду прихоти моей. Они Арцу поднялись сами,
Вернее, прислужники царя своими подлыми делами смутили души их, а я по зову крови, как мужчина, не мог остаться в стороне. И мой отец, и оба сына, и братья пали на войне. И я сейчас перед народом могу сказать, как человек, я кровью был его и потом, и чист пред ним, как этот снег. И перед тем, как кануть в лету, когда мой смертный час настал, пришел под виселицу эту, чтобы народ не пострадал. Не предал, не сбежал трусливо, и в этот час, прощая всем, не стану каяться слезливо, давя слюной ни перед кем. И если по ошибке кто-то моей невинно пострадал, считай для полного расчета, я честно жизнь свою отдал. И дуло снежной тьмою, как будто хлопьями золы. «О, Ум-Хаджи!» – вскричал Чермоев в отчаянии из белой мглы. «Ты волен поступать с собою, согласно совести своей, но право рисковать судьбою несчастных женщин и детей ты не имел. Такое право имеет лишь один Аллах!» Понявин встал от Уммы справа, почтительно, как на часах, и брови белые угрюмо, насупив с места своего. «Хвала ему!» – ответил Умма. «Без повеления его и шмель крылом не пошевелит, и солнце перестанет греть. Тебе, Арцу, в своей постели, видать, судил он умереть. А мне, как верную награду, он смерть такую присудил. Но ты не бойся, я как надо приму ее по мере сил». И тяжело расправив плечи, кивнул Тазурка головой, как будто в знак грядущей встречи, уже на площади другой. Тогда Понявин, словно рыба, поймал снежинку жадным ртом и выбил стул из-под наиба, ударив мокрым сапогом. И Умма как-то неумело, под гул толпы и женский вой, всей массой сжавшегося тела, повис, качаясь над землей. Юсуп, дрожащие ладони, прижал к промокшему лицу, потом совсем опустошенный, взглянул тоскливо на Арцу. Но тот стоял, сутулив плечи, вперив повешенного взгляд, как будто хлопьями картечи кружил в пространстве снегопад. Тогда Тазурка Тангатаров сказал, стараясь не кричать: «Смотрите, юноши, я старый, и мне не страшно умирать. Но прежде чем идти к Аллаху, хочу я проследить сейчас, чтобы никто, поддавшись страху, не смолодушничал из вас. Все прах, и дуб тысячелетний однажды падает во тьму. Идите, волки, я последним сегодня смерть свою приму».